Астрофизический институт имени Василия Григорьевича Фисенкова – ведущая научная организация Казахстана, занимающаяся фундаментальными исследованиями в области астрономии и астрофизики. Научная деятельность института включает астрономические наблюдения, теоретические исследования и компьютерное моделирование. Наш сегодняшний эксперт – участник форсайт-исследований Национальной академии наук Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан, директор Астрофизического института имени Василия Григорьевича Фисенкова Чингис Тукенович Омаров. За последний год мы провели много обсуждений по форсайтным исследованиям, организованные Национальной академии наук при президенте Республики Казахстан. Целый большой круг рассматривался вопросов по космическим исследованиям и в том числе по исследованиям астрофизики в Казахстане. И один из преимуществ, я думаю, то, что сегодня, как никогда, когда наука сегодня становится на новую ступень развития в целом, и как мы видим, то, что развивается практически всесторонняя наука в Казахстане, очень важно сегодня проводить форсайтные исследования. Почему? Во-первых, мы так или иначе должны знать свое стратегическое направление, которое будет не только лет через 5, но и через 10 лет. Для чего? Чтобы не ошибиться в своем выборе, в выборе тех направлений и проектов, по которым мы идем. Поэтому эти обсуждения, которые мы регулярно уже проводим с Национальной академией наук, они очень помогают нам правильно сформировать те направления по астрофизике, которые мы сегодня пытаемся сформировать для космической отрасли Республики Казахстан, для аэрокосмической промышленности. Вот вы знаете, кстати, даже в 60-е годы астрономия тоже, в принципе, она руководствовалась форсайтными исследованиями. Это всегда они нужны были. Еще в те года, в 60-е, когда Советский Союз в то время, помните, развивался и наука, то уже тогда астрономическая наука ставила большие цели по тому, где строить следующие обсерватории. В то время, кстати, и была выбрана Сытургенская обсерватория. То есть надо было смотреть вдаль, как напрямую, надо было прогнозировать. Сегодня то же самое перед астрофизической наукой Казахстана стоят большие перспективные амбициозные проекты. Построить первый орбитальный окололунный телескоп. Это достаточно масштабный проект, и ошибаться здесь очень нежелательно. Надо уменьшить риски, надо понимать, как идти, в каком направлении и почему мы идем. Да? Сегодня астрономическая наука в Казахстане тесно сотрудничает с бизнесом, который помогает развивать сегодня прикладные вещи в астрономической науке. Это развитие исследования ближнего космоса, в том числе, кстати, и дальний космос. Поэтому сегодня мы вплотную сотрудничаем с такими компаниями, как Астротехприбор, которые позволяют нам сегодня создавать наземные оптические приборы. И в последующих годах, по которым мы планируем создание орбитального телескопа, также бизнес-компании, как на примере Астротехприбора, будут также участвовать в создании оптических приборов для астрономической науки Республики Казахстан. То, чем мы все вместе занимаемся с Национальной академии наук Республики Казахстан при президенте, она сегодня нас, я считаю, правильно ориентирует в развитии астрономии и астрофизики на следующие как минимум 10 лет. Как минимум 10 лет. И один из тех проектов, который, я уже сказал, будет у нас основополагающим, это создание первого казахстанского орбитального окололунного телескопа. Поэтому я полностью поддерживаю те работы и ту организацию, которая ведет наша сегодня Национальная академия наук. По итогам форсайтных исследований, проведенных с Национальной академией наук при президенте Республики Казахстан, мы сегодня практически переходим к ее реализации. То есть сегодня мы определились, что с 2027 года астрономическая наука и, кстати, совместное предприятие «Галам» совместно будут реализовывать впервые инженерную модель окололунного орбитального телескопа. Фактически за 3 года следующих, 27, 28, 29, мы построим инженерную модель, которая пройдет все наземные испытания, что поможет нам уже подойти к следующему этапу. Это уже летные модели первого нашего орбитального окололунного телескопа в Казахстане.